этом году наша великая держава празднует свой 32-й день рождения. Эту дату со всеми другими субъектами отмечает и наша республика, которая тоже стала ее неотъемлемой частью. Свою судьбу с Россией Ингушетия связала 252 года назад. С момента вхождения в состав российского государства и по сегодняшний день ингуши были преданы России и никогда не нарушали данную клятвенную присягу. И каждое новое поколение, согласно завещанию предков, продолжает жить в братстве со всеми народами страны. Сильное государство, простирающееся от Тихого океана до берегов Балтики, Россия. Население свыше 150 миллионов человек и территория в 17 миллионов квадратных метров. Самое большое государство в мире, занимает 1/3 часть материка Евразия. Граничит с 18 державами и пересекает 8 временных поясов. Славится бескрайними просторами, богатой культурой и многовековой историей. На весь мир Россия прославилась великими умами прошлого и настоящего. Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Андрей Сахаров, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Иван Павлов, Сергей Королев. 12 июня по праву считается Днем России. Он стал одним из самых молодых праздников страны. История его появления берет свое начало с 1990 года, с тех самых смутных времен, предшествовавших окончательному распаду Советского Союза. Стоит говорить о том, чтобы государственный суверенитет РСФСР был обозначен только теми ограничениями, на которые согласна Россия, чтобы суверенитет суммы народов РСФСР в лице их полномочных представителей, депутатов, не мог быть в какой бы то ни было форме ограничен правящей партией или иным политическим институтом. 12 июня 1990 года. Депутаты выступают на первом съезде РСФСР. Здесь остро стал вопрос о государственном суверенитете Российской Федерации. А это золотая царицына, палата Московского Кремля. Много часов подряд редакционная комиссия съезда готовила документы, которым было суждено определить будущее России. Среди них и постановление о разграничении функций управления организациями на территории РСФСР, основ нового союзного договора и декларация о суверенитете. Учитывались сотни предложений и поправки, внесенные депутатами. И вот последние минуты перед голосованием. Кто за это предложение, прошу голосовать. За 907 голосов, против 13 воздержались 9 депутатов. Так, подавляющим большинством декларация о государственном суверенитете Российской Федерации Советской Федеративной Социалистической Республики была принята. С этого момента началась новая история великого государства. Вместе с этим в календаре россиян появляется новая праздничная дата. С ней связано немало исторических событий. В этот же день, в 1992 году, состоялись первые открытые всенародные выборы президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин. В 1994 году, 12 июня, был подписан указ, который придал этому дню государственное значение. Долгое время его называли Днем независимости. Правда, такое название со временем стало непонятным молодому поколению. В связи с этим в 1998 году власти страны предлагают переименовать его в День России. Однако официальным постановлением свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. В наше непростое время особенно хочется подчеркнуть, что если страна сильна и независима, то никто и никогда не сможет диктовать свои правила ее жителям. Наша великая страна со своей многовековой историей и культурой гордится достижениями своих лучших сыновей, писателями, учеными, художниками. Ежедневным трудом миллион своих граждан она становится сильнее. И никто не вправе указывать, с кем нам дружить и с кем строить добрососедские отношения. Мы гордимся нашим прошлым и, преодолевая возникающие сегодня трудности, с уверенностью смотрим в будущее.
Сегодня Россия – самая большая страна в мире. Это 85 субъектов, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округов. Российское государство обладает мощным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом, способно обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. Обладая богатой минерально-сырьевой базой, на сегодняшний день в стране открыто более 20 тысяч месторождений полезных ископаемых. День российской державы ежегодно отмечается в Музее краеведения Ингушетии. Здесь целостности России посвящен зал государственности. В экспозиции представлены символы державы – гимн, герб, флаг и гарант Конституции – президент. Ко Дню России музей проводит дополнительную обширную выставку «Экскурс в прошлое страны по всем вехам истории». Вниманию посетителей представлены книги, фотографии и документы. Мы начали со дня объединения русских земель в великое государство. Это здесь мы представили и родословную великих русских князей, предоставили здесь материалы и об Александре первом царе и Николае II, и первом президенте России Борисе Николаевиче Ельцине, и Владимира Владимировича Путина, нынешнего президента. Также в честь Дня России в Музее краеведения представлена еще одна выставка – 350-летия рождения Петра I. Именно в годы его правления государство сделало грандиозный прорыв из Средневековья к новой эпохе. Поднятый над Россией первым императором триколор, бело-синий-красный флаг по сей день является неотъемлемой частью страны. 12 июня у многих жителей нашего региона ассоциируется с родной республикой. В том же 1992 году и в том же месяце июнь, когда Верховный Совет Российской Федерации издал постановление о присвоении этому дню праздничного статуса, Ингушетия обрела свою государственность и стала самостоятельным субъектом Российской Федерации. Мы живем в государстве, которое имеет очень древнюю, очень интересную, героическую, порой трагическую, но, безусловно, очень интересную, еще раз повторю, историю. Мы являемся частью этого государства. Поэтому 12 июня, который у нас официально называется День России, мы будем праздновать вместе со всей страной. Богатство российского государства определяется не только материальным положением, но и многонациональностью. На территории страны проживают около 200 народов. В их числе и татары, калмыки, русские, евреи, армяне, ингуши. Все нации равны и обладают одинаковыми правами. У каждого из них собственная культура, язык, традиции. Их всех с Россией связывают многовековые отношения. Россия сегодня представляет многообразную, многонациональную культуру более, если не ошибаюсь, 180 наций, народностей. И ингушская культура является одной из самых интересных. Впрочем, любая культура интересна, но она очень уникальна. Мы отмечаем в этом году День России, когда 2022 год, в условиях 2022 года, который, как известно, президентом России объявлен годом сохранения культурного наследия народов России. Также сильная держава уникальна и тем, что на ее просторах проживают представители всех 3 мировых религий – ислам, христианство и буддизм. И в этот день все россияне, вне зависимости от национальности и вероисповедания, шлют друг другу теплые поздравления. Хочу поздравить всех наших жителей города, жителей всей республики и в целом жителей нашей огромной страны. Всем желаю процветания, развития и удачи во всех начинаниях. Не упустим возможность, чтобы поздравить наших жителей нашей республики с Днем России, пожелать им счастья личного, пожелать им здоровья, пожелать благополучия каждой семье, каждому дому и каждому жителю. Сегодня День России – это символ национального единения и гражданского мира.
В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия. Для некоторых городов государства он стал двойным праздником. Великий Новгород, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Ульяновск, Уфа, Тамбов вместе с ним отмечают День города. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей ради обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.